11 человек спасли пожарные из горящего дома на улице Белинского. Среди спасенных двое младенцев и неходячий мужчина. Одного человека пришлось эвакуировать через окно. Покинуть здание люди сами не могли. Планировка коридорного типа и пути эвакуации были в дыму. К тому же они не понимали, что же горит на самом деле. Нафиса Минязова с места происшествия. Дым домой зашел. Едкий запах гари быстро заполнил все квартиры на верхних этажах. Люди, не понимая, что горит, вызвали пожарных и, взяв документы, стали пытаться выйти на улицу. Получилось не у всех. Дом коридорного типа и пути к отступлению были в дыму. Огнеборцы, приехав на место, быстро выяснили, горит квартира на 4-м этаже и стали выводить людей на свежий воздух. 10 человек, в том числе 2 младенцев, одному 7 месяцев, другому 1,5. Пожарные вывели на улицу в дыхательных масках. Еще одного человека спасли из окна 5-го этажа с помощью подъемника. Один человек, неходящий мужчина, надышался дымом и был без сознания. Его донесли до кареты скорой помощи. Врачи приняли решение о срочной госпитализации. Немного отойдя от первоначального стресса, к врачам пошли и остальные жители дома. А дверку проверьте. Она нормально машинку не переживает. Многодетная мать, она и сама надышалась дымом, но больше переживала за своих детей. Их бабушка, как только узнала о пожаре, сразу примчалась к родным. Она вышла, прям к ним дым шел. Их дети, к счастью, не пострадали, а вот 1,5-месячному ребенку из соседней квартиры помощь медиков понадобилась. Малыша госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. Соседи говорят, что боялись чего-то подобного. Причин не предполагается, почему вообще быть-то может? Потому что он алкаш. Мы уже ложились спать, ребенка уложили, а он... кто-то начал кричать пожар, мы выбежали, здесь вообще ничего не видно, еле-еле выбежали. Жилец сгоревшей квартиры, говорят, выпивал часто. Бывало, что дома собирал шумные компании. В этот вечер его самого дома не было, но у него кто-то гостил. Сейчас местные жители проходят свои квартиры, чтобы посмотреть, возможно ли в них жить. Либо в противном случае им придется забрать вещи и поехать ночевать либо в гостинице, либо к своим родственникам, так как вся лестничная площадка и коридоры заполнены запахом гари и копотью. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жилое помещение выгорело полностью. Причину возгорания еще только предстоит установить дознавателям. Раньше в этом доме было общежитие, но затем комнаты приватизировали, а кухни и санузлы остались общие. Они и пострадали от копоти больше всего. И приводить их в порядок, вероятно, жильцам придется совместными усилиями.